Жиданок и Сергей Батоевы. Книга «История рода Бадмаевых. Основоположников тибетской медицины в России». Глава 1. История рода Бадмаевых. Первый тибетский врач Петр Александрович Бадмаев в России. Часть 9. Но тут абзац у нас начинается со слова «итак». Это продолжение. Но мы начнем проще. В 1895 году Цыбиков поступает на китайско-монгольское маньчжурское отделение факультета восточных языков Петербургского университета. При этом работал в Монголии, изучая монгольские и тибетские языки, и успешно продолжал учебу в 1900 году. Ему также была назначена стипендия известного Петра Александровича Бадмаева. Впоследствии из-за отказа Цыбикова принять православие Бадмаев лишает его статуса именного стипендиата. Безусловно, Огинская степная дума все время писала ходатайство и добилась таки утверждения ему стипендии. Так имеется телеграмма по дореволюционному адресу: Санкт-Петербург, Басков переулок, дом 1, квартира 2, студенту Цыбикову. Приговором общества назначено пособие 300 рублей в год, начиная с марта. Крайности займите у Дылокова 150 рублей. Приветствую, Бадин. Это Тайша Жанна Бадин. А Дылоков Намдак проживал в доме номер 1 на углу Пушкинской и Невской. Следует отметить, что Огинская степная дума была крайне заинтересована в том, чтобы высшее образование получил простой выходец из коренного народа Гамбажап Цыбикова. И он полностью оправдал высокое доверие и надежды огинских бурят, став ученым с мировым именем. Большую роль Гамбажап Цыбиков сыграл в организации автономии бурят-монгол в Дальневосточной Республике. В дальнейшем он стоял у истоков организации народного образования бурят в период существования бурят-монгольской АССР. По сведениям, предоставленным исследователям Джабдаржиевым и Цыбеновым, мы можем судить также о дипломатической сфере деятельности Петра Бадмаева. Обнаружены в архивах материалы, проливающие свет и на активную политическую жизнь Бадмаева. В основном эти события были связаны с периодом царствования Александра III и в некоторой степени Николая II. Дело в том, что чиновник в Министерстве иностранных дел не мог не включиться в восточную политику Российской империи, вынашивал порою противоречивые, но оригинальные проекты. Так он написал записки о продвижении русского капитала в Восточную Азию, не один раз ездил в Китай, Монголию, Тибет. Выходцу из Восточного Забайкалья сделать это было гораздо легче, чем кому-либо другому. Но он преуспел все же не в сфере политико-дипломатических отношений, а на ниве торгово-коммерческих дел. Будучи действительным надворным советником, Бадмаев не раз обращался к царю с предложением активнее заняться вывозом продовольствия из обширных скотоводческих районов Забайкалья, Монголии, Китая и Тибета. В кругу столичных чиновников он отмечал, что жителям Центральной России удобно разводить свиней, кроликов, птиц, особенно в Новгородской губернии, где много больших и малых рек, озер, болотные почвы. В свою очередь Бадмаев собирался снабжать столицу мясной продукцией, жиром, маслом из восточной окраины России, из Забайкалья и за его пределами. Царь на это наложил резолюцию. Все это так ново, необыкновенно и фантастично, что с трудом верится в возможность успеха. Председатель Кабинета министров граф Витте думал по-другому. План
Петра Бадмаева весьма серьезный и устанавливает новую точку зрения в практических вопросах политики. Следует заметить, что исследователь Владимир Роднаев указывает следующее. Тем не менее, Бадмаев сумел получить из казны царской России 2 миллиона рублей золотом для организации фермы «Торговый дом Бадмаева И.К». Разрешение дал сам царь, не без рекомендации Витте. Этот торговый дом обеспечивал различными товарами население Забайкальской области и в том числе жителей Агинской степи. Его доверенным человеком был земляк Наэдан Дамдинов из Топтаная. Интересно, что товары выдавали под расписку. Этой возможностью широко пользовались агинские буряты, поэтому годами они оставались в числе должников. Потом с большим трудом эти недоимки собирал доверенный человек Наэдан Дамдинов. Его контора находилась в селе Агинское. В дневниках известного ученого Цыбейна Жамсрано представлено, что в Урге, это Улан-Батор, в 1904 году работала лавка Бадмаева. Ею заведовал Жикжичап Батациренов из Чандалея. В то время он являлся не только грамотным бурятом, но и порядочным человеком. Впоследствии активное участие Батациренов принимал в установлении советской власти в Аге и Бурят-Монголии. К сожалению, в дальнейшем он был репрессирован в городе Улан-Удэ и потом посмертно реабилитирован. Таким образом, в Чите Петр Бадмаев создал торговый дом и обосновал так называемые станы, базы для закупки скота в агинских степях. С этой целью были организованы станы в Топтанае, Усть-Иле и некоторых других улусах Забайкальской области. Также приглашены купцы-евреи, предприимчивые ходосы, ушпангеры, геллеры, другие заготовители, организаторы скотопрогонов. Улучшенная скотопрогонная дорога тянулась вплоть до Колгана. Так, а Колган – это город Илиджан-Дзяку, находится в северной окраине Чилийской провинции и расположен в южной подножии окраин хребта Иньшаня, пересекаемого в этом месте большой дорогой из Пекина в Ургу. Так, скот, мясо, сало, масло приобретались недорого. Одновременно по заказу Бадмаева в Забайкалье, в монгольских степях и в Северном Китае заготовлялось много лекарственных трав. Также он заботился о вывозе из городов Северного Китая, особенно из Долон-Нора. А Долон-Нор, 7 озер. Город, это в автономном районе внутренней Монголии в Китае, где были литейные мастерские, статуи буддийских богов, предметов религиозного культа, тибетских и монгольских книг и рукописей для пополнения хранилищ Эрмитажа в Петербурге, музеев и буддийских храмов России. Ламы, торговцы, монголы были первыми его помощниками в этом деле. Через них было закуплено большое количество ценных предметов и коллекций. Так, агинским бурятам была подарена редчайшая фигура Бурхана, так называемого Занданжу. Ввозились китайский фарфор, посуда, шелк, драгоценные камни, серебряные и золотые украшения. В эти же годы Бадмаев усилил так называемый чайный путь для снабжения России зеленым прессованным чаем, получившим название «Крымский». Агинские буряты весьма надеялись на влиятельную личность Петра Бадмаева и ожидали поддержки и помощи в решении многих сложных вопросов. Однако предполагаемого положительного влияния Бадмаева ощущалось мало. Поэтому с руководством Агинской степной думы и, конечно, с самими жителями постепенно возник конфликт.
Так имеется письмо от 20 октября 1894 года. В этом письме агинские буряты обращаются к нему: «Милостивый государь Петр Александрович», и обосновывают необходимость развития сельского хозяйства и помощь при получении образования местной молодежью в пределах влияния Агинской степной думы. Однако ответа на это обращение не последовало. Далее по архивным материалам восстановлено обращение от 17 декабря 1897 года. Мы, ниже подписавшиеся Забайкальской области, Читинского округа, ведомства Агинской степной думы, родоначальники, общественные доверенные, с почетными инородцами, с участием лам Агинского, Цугульского дацанов на полном суглане, то есть на собрании, составили настоящий приговор в том, что Петр Александрович Бадмаев по прибытии из Петербурга на родину, в Забайкальскую область, передавал нам, что он, Бадмаев, прибыл с целью развития случного сельского хозяйства и поднятия экономического благосостояния народа в этой окраине во многих отраслях, для чего им первоначально будут организованы в 500 пунктах скотоводные хозяйства и так далее, предложив обращаться к нему с просьбой о своих нуждах. Он может снестись прямо с высшим правительством и удовлетворить наши нужды. Вследствие этого мы письмом 25 августа 1894 года, засвидетельствованным Агинской степной думы 20 октября того же года, уполномачивающим его господина Бадмаева, просили оказания в помощи в договорах, но господин Бадмаев ни одно из выше прописанных полезных предприятий не принял, а напротив, отправленные в Петербург для образования в учебных заведениях наши дети возвращены им на родину, не достигнув своей цели, а потому единогласно постановили силу письма нашего от 25 августа 1894 года, поданного Петру Александровичу Бадмаеву, прекратить во всех его частях и учиненные к онному господину Бадмаевым действия считать недействительными, о чем для опубликования через припечатанные, то есть опубликование объявления в ближайших номерах Забайкальских областных ведомостей представляем сей приговор в Агинскую степную думу в том и подписуемся. Орфография документа сохранена, да. Так и писали, видимо, подписуемся. Так это письмо было опубликовано в газете номер 6 Забайкальские областные ведомости города Чита. Согласно архивным данным, 17 июня 1898 года мы, ниже подписавшиеся Забайкальской области Читинского округа, ведомства Агинской степной думы, родоначальники, общественные доверенные и почетные народцы на общем суглане постановили настоящий приговор следующим. 17 декабря минувшего 1897 года на общем нашем суглане был поставлен приговор, пропечатанный по нашей просьбе номер 6 Забайкальских областных ведомостях сего года о том, что мы, агинские буряты, по изложенным в приговоре причинам не можем иметь дальше никакого доверия к сородичу нашему Петру Александровичу Бадмаеву. Ныне мы прочитали письмо господина Бадмаева, но тут номер указывается, номер 7829 газеты «Новое время», в котором, между прочим, он утверждает, что поставленный нами 17 декабря приговор будто бы написан только некоторыми нашими главными родоначальниками, и что народ и их представители тут совершенно ни при чем. Хотя мы не думаем, что административная власть повторит подобное заявление Бадмаева, но тем не менее, зная характер господина Бадмаева, мы опасаемся, что он приговор наш, считая им опровергнутым,
следовательно, не имеющим силы, не начал бы пользоваться нашими письмами и прочими доверенностями. А потому нашли необходимым сию вторично заявить всем должностным лицам и присутственным местам Российской империи, что все подобное вышеизложенному, касающееся народного интереса, вопросы обыкновенно исходят первоначально из самой массы народной, обсуждается в улусных сугланах и уже потом переносится на решение общего суглана, где постановляется приговор всегда согласно желанию и требованию народа. Так и было с вопросом об уничтожении доверия данного господину Бадмаеву, что можно ясно видеть из смысла приговора нашего от 17 минувшего декабря. Вследствие вышеизложенного мы вторично осмеливаемся покорнейше просить должностных лиц и присутственные места не придавать значения напечатанному газете «Новое время» заявлению Бадмаева, а письма, бумаги и телеграммы, посланные или данные нами Бадмаеву, нахождение хлопот по разным нашим делам считать, согласно нашего приговора, от 17 минувшего декабря, пропечатанного номер 6 в Забайкальских областных ведомостях, недействительными. Орфография документа сохранена. Имеются подлинные подписи всех представителей Огинской степной думы. Далее следуют еще документы, но на этом мы закончим 9-ю часть. Продолжение следует.